Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Я айюхаллазина аману ваттакуллаха ва зару ма бакия мин ар-риба ин кунтум му'минин». О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и оставьте то, что остается вам из роста, если вы истинно верующие. Оставьте то, что остается вам из роста, если вы истинно верующие в Господа. А потом Аллах Субхану ва Тааля говорит: если же вы не сделаете этого, то Аллах и Его посланник объявляют вам войну. Вы предупреждены. Аллах сделал предупреждение. Сейчас евреи знают об этом, христиане знают. Этого не было до 1832 года. Потом католическая церковь стала разрешать подобные вещи. Они знали об этом. Это есть в их книгах, это есть в Торе. Они знают. Аристотель сказал, это самая неестественная форма приобретения богатства. Даже философ осуждает это. Не нужно быть пророком, чтобы знать опасности и передающееся зло такой системы. Но клянусь Аллахом, если вы хотите понять ситуацию, это всего лишь одна схватка в войне, которую объявил Аллах системе, которая несправедлива, которая лишает людей достатка, которая лишает людей их бизнеса, которая лишает людей их дома. С риба все становится нечистым. И поэтому мусульмане, когда они читают хадис о ростовщичестве, удивляются тому, что происходит. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, к чему это приводит. Посмотрите, какие страдания вызывает эта ситуация. Но Аллах говорит в Коране: Аллах сделал так, чтобы рост риба исчез. Он делает так, чтобы рост исчез. Ну как? Это луна, когда она исчезает. Она просто исчезает. Люди говорят, куда она подевалась? $1 триллион пропал с рынка. Они просто исчезли. Вот что они говорят. Они просто исчезли. Куда они делись? Аллах сделал так, чтобы они исчезли. Вот что говорит Аллах в Коране. Он сделает так, чтобы это исчезло. И именно это и произошло. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в судный день Аллах скажет всему человечеству. Аллах скажет тем людям, которые не обращали внимания на бедных людей. Он скажет: я был болен, а ты не посетил меня. И они скажут: ты был болен? Как ты мог быть болен? Ты Господь миров. На это Аллах скажет: разве ты не знал, что такой-то мой раб был болен? Если бы ты навестил его, ты нашел бы меня с ним. Я был голоден, и ты не накормил меня. Ты был голоден? Как ты мог быть голоден? Ведь ты же Господь миров. Мой раб такой-то был голоден, а ты не накормил его. Если бы ты его накормил, ты бы нашел меня с ним. Я хотел пить, но ты не напоил меня. Они скажут: как мы могли сделать это? И он даст схожее объяснение. Мы должны содрогнуться от этого, потому что у нас есть обязанность и обязательство перед теми, кто менее счастлив. Есть бедствие. Аллах испытал их бедностью, а нас испытал богатством.